В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Еще одна ледовая переправа запущена в республике. По реке Амге могут передвигаться автомобили до 3 тонн. В Алекминске торжественно вручили ключи от новых квартир в пятиэтажном доме микрорайона Черемушки. 80 квартир обрели своих хозяев. Глава Титаринского наслега Хангаласского улуса Григорий Лукин стал одним из лауреатов Всероссийской премии служения. Он был удостоен этой высокой награды за свой героический поступок. В Амгинском районе к эксплуатации допустили ледовую переправу муниципального значения. Толщина льда позволяет передвигаться автомобилем весом не более 3 тонн. Всего в Якутии эксплуатируются 4 ледовые переправы. В Жиганском, Оленёкском, Верхневилюйском районах, ну а теперь еще и в Амгинском. Работы по строительству и обустройству ледовых переправ проводятся согласно планов по своевременному открытию и закрытию сезонных автодорог и при наличии необходимой безопасной толщины льда для строительной техники. Сроки открытия могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Дроны обслуживают линию между Якутском и Нижним Бестяхом. Посылки весом до 10 килограммов теперь получится отправить воздушным путем. Время в доставке около 15 минут. В день будет осуществляться по 10 рейсов, 5 из Якутска и обратно. Проект особенно актуален для якутян, когда ледовая переправа еще закрыта. Отправить посылку необходимо в кратчайшие сроки. Заявку можно оформить через местный маркетплейс, а стоит такая услуга от 500 рублей за килограмм. Идея инновационная. В России такого опыта нету. Тем более в таких экстремальных условиях, как в нашей республике, минусовые температуры. Да? Конечно же, для граждан это удобство, когда вот нету переправы. Именно вот для удобства, для оперативной передачи каких-то посылок. Вот мы для жителей это все делаем, получается. Идея, конечно, была в реализации непросто. То есть очень много процедур по разрешению есть. Да? То есть у нас все разрешения имеются, Росавиации, контролирующих органов. То есть это у нас все официально. В Алекминске торжественно вручили ключи от новых квартир в пятиэтажном доме микрорайона Черемушки. 80 квартир обрели своих хозяев. По словам застройщика, квартиры теплые и светлые. В каждой квартире уже установлены бойлеры и электроплита. До конца года новоселье встретят жители еще 2 домов. Новоселье всегда радость, особенно когда ожидаешь его долгое время. Еще раз хочу, не буду... Очень радостный день, вручение ключей новоселам, дом большой, в общем, осмотрел сам дом, в принципе, здесь все комфортно, уютно, все имеется, бойлер имеется. Да, ждали, конечно, давно, как и все. Неописуемое, конечно, восторг и трепет душевный, потому что время сейчас трудное, но несмотря на это трудное время, эта программа работает. Многие сегодня получат так же, как и я, ключи. И поэтому, это просто не передать. Это не ипотека, которая утопит вас, да, и это не кредит, это у меня забрали старое и дали красивое новое. Чего ж не радоваться? 80 ключей в этот день ожидали своих первых хозяев. Подожди. Застройщик «Дороги Алекмы» приложили усилия, чтобы дом получился теплым, а каждая квартира светлой и уютной. Дом светлый, уютный. На сегодняшний день мы сдали в августе месяце, в сентябре месяце школу в Заречном. И вот сегодня передаем ключи от нового дома, жильцам. В новое жилье со светлыми мыслями. Конечно, тут все хорошо, тепло. Самое главное, сказали, что в этом доме полы теплые. Я переживала, что там я больной человек, полы будут холодные, но полы теплые, сказали. Я, конечно, благодарна программе Путина, жилище, которое нам меняет. Спасибо большое нашей Российской Федерации, лично Путину и лично всем, кто принял к этому участие. Спасибо застройщикам. Адресная программа переселения граждан из ветхого и аварийного фонда на 2019-2025 годы дает наглядные результаты.
У нас на подходе еще 2 многоквартирных дома. И буквально в ближайшее время другие жители получат ключи от долгожданных квартир. Новый дом видно издалека. Старый микрорайон Черемушки постепенно меняет свое лицо. Может, когда-нибудь жильцы посадят во дворах черемуху, и тогда вновь оживет старое название. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В рамках профилактической операции сотрудники противопожарной службы проводят активную работу по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями. В ходе рейда специальные группы пожарных посетили дома, где проживают пожилые люди, многодетные семьи, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья. Им были бесплатно установлены современные датчики, которые способны своевременно обнаружить задымление и подать громкий звуковой сигнал, позволяя жильцам вовремя эвакуироваться и сообщить о возгорании. На данный момент уже установлено 96 датчиков АДПИ. Данные датчики способны обнаружить пожар на ранней стадии возникновения, соответственно, предупредить об этом жильца. И помните, что своевременное обнаружение, оповещение в пожарную охрану о пожаре поможет спасти вашу жизнь, здоровье, а также сохранность вашего имущества. В течение года нами было установлено свыше 90 приборов многодетным семьям, а также одиноким проживающим пенсионерам. Республиканский комитет «Вместе к победе» продолжает отправлять большегрузную технику с гуманитарной помощью в зоны специальной военной операции. На прошлой неделе из Нижнего Бестяха выехало 3 единицы автотехники, собранные волонтерами припасы и личные посылки для родственников военнослужащих. Сейчас идет активное формирование новой партии груза. Помимо этого, в Якутске завершился масштабный 3-й антифашистский форум «Народ и армия едины». В рамках мероприятия состоялись встречи заместителя командующего Восточного военного округа генерала-лейтенанта Грекова со студентами Северо-Восточного федерального университета и уроки мужества в Покровской школе. Также были организованы выставки и круглый стол с главами муниципальных образований, руководителями исполнительных органов государственной власти республики и с представителями территориальных федеральных ведомств. На форум при содействии оперштаба прибыли 28 военнослужащих якутян. Им на главной площадке форума были вручены государственные награды. В Бердигистякском наследии проводится 4-е улусное мероприятие под названием «Все вопросы в одном месте», направленное на поддержку участников спецвоенной операции и членов их семей. По инициативе Координационного совета улусное мероприятие проводится ежемесячно, и это оказалось очень эффективным. С каждым разом увеличивается количество заинтересованных лиц, что демонстрирует полезность такого подхода. Помимо индивидуальных консультаций, проводимых специалистами из различных организаций, в этот раз также были даны ответы на вопросы жителей удаленных наслегов через онлайн-связь. Подобные мероприятия являются большой поддержкой для участников СВО и их близких. Когда мы начали проводить такие мероприятия, они начали уже приходить и в одном месте уже решить вопросы социального характера, допустим, по вопросам без вести пропавших, и у военкомата сразу уточнить свои вопросы. Поэтому мы такое мероприятие будем проводить ежемесячно, и потом по возможности будем вносить свои коррективы. В Доме правительства презентовали архивные кадры первого президента Якутии Михаила Николаева. В день его рождения состоялось открытие выставки, куда вошли не только фотографии с рабочих встреч, но и награды. Отдельное внимание организаторы уделили личным вещам выдающегося земляка. На обозрение якутянам также представили указы, подписанные Михаилом Ефимовичем, о создании значимых социальных объектов. Таким образом, выставка повествует о жизни и работе якутского политика. Сегодня мы с Национальным архивом Республики Саха-Якутия и Николаев-центр открываем персональную выставку, посвященную Михаилу Ефимовичу, и презентуем личный архивный фонд, созданный Национальным архивом и Николаев-центром при поддержке семьи Михаила Ефимовича. Это большой свод документов, первоисточников, непосредственно связанных с деятельностью первого президента, его личные дела, которые переданы семьей. Это архивные документы того периода, когда он был президентом и формировалась Республика Саха-Якутия. Также в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева наградили учащихся и учителей. Обладателями стипендии «Знанием победишь» стали 8 человек из областей науки и культуры. Ежегодно на соискание премии приходит более сотни заявок не только из Якутии, но и из других регионов страны. Экспертная комиссия в течение месяца отбирает 4 лучших учеников и столько же учителей. Отмечу, что стипендия «Знанием победишь» была учреждена в 2002 году самим Михаилом Николаевым.
В начале прошлого года глава Титаринского наслега Хангаласского улуса Григорий Лукин стал одним из лауреатов Всероссийской премии «Служение», которая отмечает заслуги муниципальных работников. Он был удостоен этой высокой награды за свой героический поступок. О том, что именно совершил Григорий Лукин, расскажет Виолетта Засимова. Верхом на коне к загону приближается глава Титаринского наслега Григорий Лукин. Сегодня лошадей села ожидает ежегодная вакцинация. Чтобы сделать укол, необходимо загнать упирающихся животных в специальное стойло. Здесь не обойтись без навыков усмирения лошадей и, конечно, мужской силы. Глава наслега прекрасно это знает и принимает активное участие вместе со своими односельчанами. А весной, перед началом половодья, Григорий Лукин всегда наравне со всеми участвует в отгоне скота и лошадей на возвышенные пастбища. Весенний отгон скота 2018 года едва не обернулся трагедией. Жительница наслега Татьяна Романова со своими коровами переходила старый деревянный мост, как вдруг конструкция накренилась, и испуганные животные столкнули хозяйку в ледяную паводковую воду. К счастью, Григорий Лукин оказался рядом, прыгнул в воду и спас женщину. Если его не было, я бы с течением вглубь еще пошла бы и где-то, может, утонула бы. Или на лед ударилась бы. Именно этот поступок стал основанием для награждения Григория Лукина в специальной премии «Судьба человека. Гордость Отечества» Всероссийской премии «Служение» среди муниципальных работников. Церемония награждения состоялась в Москве в январе 2024 года, в ходе которой Григорий Лукин познакомился с коллегами из разных регионов страны. Мы общаемся вот с этими ребятами, главами в соцсетях, и каждый раз я рассказываю, отправляю жизни республики, как живет наше село и далее наша республика. История Григория Лукина – это яркий пример того, что муниципальная служба в России – это не просто бюрократия. Это реальное созидание, готовность к подвигу и искренняя забота о своем поселении. Именно за такие истории и создана Всероссийская премия «Служение», которая включает 10 номинаций. Среди них выстраивание открытого диалога с населением, развитие территорий, укрепление роли семьи и поддержка ветеранов СВО и так далее. Сейчас идет прием заявок от муниципальных служащих. До 21 ноября их можно подать на сайте премияслужения.рф. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На этом пока все. До встречи в итоговом выпуске новостей.